записей без специального разрешения. Итак, Союз таджикской молодежи в Российской Федерации, а затем организация «Салю» и «Мизерикорд». Добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемый модератор. Таджикистан как демократическая страна, как часть мирового глобализационного общества, также имеет миграционные процессы у себя. Одним из признаков глобализации это свободное перемещение из одной страны в другую. Истоки нашего миграционного процесса кроются в страшной гражданской войне, в результате которой наступил политический кризис, а следом экономический. Во время гражданской войны были убиты более 150 тысяч наших граждан. Были вынуждены покинуть страну больше 1,5 миллиона граждан. После окончания войны и стабилизации руководство страны сделало все, чтобы вернуть на родину своих беженцев. Сегодня гражданская война позади, но ущерб от этой войны все еще восстанавливается. Одним из востребованных направлений для наших мигрантов стала Европа, после того, как в России ужесточили миграционное законодательство. Но для получения рабочих виз в Европу было одним из легких. Многим квалифицированным нашим мигрантам удалось получить визу и перебраться в европейские страны на заработок. Наряду с ними, кому не давалось получать визу, многие видели выход воспользоваться гуманностью европейских стран и получать статус политического беженца. Обращаю ваше внимание, что есть посреднические фирмы, которые за деньги коррупционным методом помогают получать всем желающим статус беженца. Недавно правозащитница Мутабар Таджибаева, руководитель общественной организации «Клуб пламенных сердец», в социальных сетях публиковала факты, в которых видны, как глава террористической группы ПИВ за деньги в размере $3000 делает письмо поддержки желающим получить европейскую визу. Также она обращалась по этой ситуации к ВКБ ООН. Этим в Украине занимается Сурбон Юсупов, член партии Исламского Возрождения, который курировал желающих, брав у них деньги, перенаправлял в Польшу. Сегодня этот человек сам живет в Польше. Представители этой организации сегодня участвуют на совещаниях ОБСЕ не с целью быть услышанными, а чтобы лоббировать свой бизнес. Наши рекомендации ОБСЕ и государственным участникам: проверить участников, которые регистрируются от имени надуманных организаций, на членство террористических организаций. Перекрыть нелегальный бизнес партии Исламского Возрождения по организации выдачи европейских виз и статуса.